Продолжаем эфир нашего канала выпуском новостей. В студии Василий Радченко и коротко о главных темах. Центр «Мои документы» возобновил работу с сегодняшнего дня. Как изменился режим и способ взаимодействия с клиентами. Состояние одного из 10 пациентов Якутской клинической больницы оценивается как средней тяжести. Главврач учреждения дал актуальный комментарий о работе инфекционного отделения. Продолжаем рассказывать о том, чем якутяне, живущие в разных городах страны, занимаются в период самоизоляции. Сюжет нашего СОПКОРа в культурной столице страны в конце выпуска. Пример якутянки, вернувшейся из Нидерландов, еще раз показывает, как важно по приезду в регион самоизолироваться на 14 дней. Айсен Николаев в ходе брифинга об эпидобстановке в регионе рассказал о мерах, принимаемых в отношении приезжающих. Он напомнил, что прилетающих из-за границы теперь в обязательном порядке помещают в обсерватор. Лицам же, вернувшимся из других субъектов России, выдается предписание об обязательной самоизоляции дома. Также глава отметил, что ни один регион не закрыл аэропорты для внутренних перелетов. Ни один регион Российской Федерации сегодня авиасообщение не закрыл, они все работают. Другой вопрос, что по ряду аэропортов авиакомпании просто приостановили все свои движения. Например, авиакомпания «Победа» в стране остановила свое авиасообщение. Есть у нас уже сокращение со стороны С7 в целом по стране, и у нас по Якутску рейсы начинает снимать и Аэрофлот, поэтому сокращение такое есть, и оно, конечно же, действует в целом на ограничение уже авиасообщения внутри страны. Глава рассказал о работе госучреждений в период самоизоляции. Так, МФЦ продолжает принимать граждан, но только по предварительной записи. Это сделано для того, чтобы в учреждении не образовывались очереди и не было больших скоплений людей. Хочу сказать, что с сегодняшнего дня МФЦ у нас работает, но работает оно по предварительной записи и только по тем услугам, которые не предоставляются в электронном виде. Все услуги, которые предоставляются в электронном виде, так они и будут предоставляться, в очном виде они предоставляться не будут. Поэтому граждан прошу на это тоже особое внимание обратить. А теперь более подробно о работе Центра «Мои документы» в Якутске. Физических лиц принимают в офисе на Амосова 18, юридических на Ярославского 37. Повторюсь, что прием ведется строго по предварительной записи. Ее можно осуществить, воспользовавшись сервисом на сайте mfcsaha.ru с сегодняшнего дня. В МФЦ нам сообщили, что на эту неделю запись уже полная. Если кто-то из записавшихся решил остаться дома, необходимо отменить запись, чтобы услугами офиса смогли воспользоваться другие. Для соблюдения режима необходимо использовать в первую очередь электронные сервисы, в том числе по услугам Росреестра, выпискам из ЕГРН, регистрации юридических лиц. Подробнее с перечнем услуг, которые можно пройти электронно, а на какие оформить предварительную запись, вы также можете, ознакомившись на портале. График работы отделений с понедельника по пятницу с 9 утра до 20 часов вечера, перерыв с 14 до 15 часов дня на дезинфекцию. Суббота, воскресенье, выходные дни. Сотрудники работают в масках и перчатках, сделаны перегородки на каждом рабочем месте. Также убраны все скамьи из зоны ожидания, а стулья теперь стоят далеко друг от друга. Женщину, приехавшую из Нидерландов в Якутию и у которой анализ на коронавирус дал предварительно положительный результат, поместили в Якутскую клиническую больницу. О состоянии пациентов на сегодня рассказал главврач учреждения Николай Васильев. Сегодня, 6 апреля, в инфекционном отделении Якутской республиканской клинической больницы находится 10 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. Состояние одной пациентки средней степени тяжести. 7 пациентов проводится без комплекса необходимых лечебно-диагностических мероприятий до полного клинического выздоровления. Анкетирование прилетающих ввели в аэропорту поселка Батагай. Кроме того, позаботились и о многодетных семьях, которым организовали доставку сухих пайков. Более подробно о принимаемых мерах в Верхоянском районе рассказал глава территории Гаврил Чириков. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в районе на сегодняшний день стабильная. Все организации работают в особом режиме. Организована обсерватория на 59 мест в поселке Батагай. Дезинфекция многоквартирных домов проводится согласно регламента. В аэропорту поселка Батагай проводится анкетирование пассажиров.
6 апреля все образовательные школы района работают в дистанционном режиме, а также организована выдача сухих пайков многодетным семьям, организован дежурный детский сад для работников медицинских учреждений, правоохранительных органов, а также для работников, обеспечивающих жизнедеятельность района. В районе организована волонтерская работа по доставке продуктов и товаров первой необходимости по заявке населения. Сегодня первый день дистанционного обучения якутских школьников и студентов. Из-за перевода процесса в онлайн остров стал вопрос доступности не только интернета, но и материально-технической базы. Для нужд школьников Якутска Управлением образования мэрии было закуплено 525 планшетов и сим-карт с безлимитным интернетом для детей из малоимущих семей. Работает и горячая линия Управления образования. С начала учебного дня поступило много звонков как от родителей, так и от учителей по самым разным вопросам. Пока поступило около 30 телефонных звонков, сложности с подключением интернета, то есть, к сожалению, в городе Якутске не все районы имеют доступ к интернету, то есть дети используют в основном мобильный интернет, в части имеется Ростелеком и ТТК, это проводные линии. День покажет, пока по школам результаты очень хорошие. Ряд депутатов Госсобрания Илтумен выступили с инициативой проведения пленарных заседаний в дистанционном формате. Необходимость продиктована текущей эпидобстановкой. Об особенностях и примерном варианте онлайн-заседаний нам рассказал первый вице-спикер Якутского Госсобрания Александр Жирков. Вы знаете, что основной формой работы Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия являются пленарные заседания. Мы, законодатели, и законы, и постановления, они принимаются на пленарном заседании, и только. А есть ли сейчас возможность провести пленарное заседание? Имеется такая возможность, есть она. Его можно провести в режиме видеоконференц-связи. Есть другие формы проведения пленарного заседания. Можем ли мы это организовать? Можем. Медлить дальше нельзя, нужно принимать решения и работать. Продолжаем рассказывать о том, чем якутяне, живущие в разных городах страны, занимают себя в период самоизоляции. Материал Айсены Бурнашовой. Йога, правильное питание и чтение книг. В культурной столице якутянка Анна Петрова решила посвятить свободное время саморазвитию. Дела, которые были некогда отложены в долгий ящик, уже притворяются девушкой в жизнь. Я давно очень хотела прочитать книжку, называется «Магия утра», и все никак руки не доходили, все время откладывала на потом. Сейчас свободного времени полным-полно, и я наконец-то ее начала читать. Ура! А в Москве тем временем ноты, гаммы и этюды. Будучи солисткой симфонического оркестра Русской филармонии, Ирина Дагуева продолжает репетиции. Музыканту важно всегда держать форму, признается девушка, вне зависимости от обстоятельств. Вот и сейчас вместе со своими коллегами из разных городов они исполняют композиции, собираясь на онлайн-площадке. Это очень важно в данной ситуации — быть вместе, поддерживать друг друга, не оставаться одному. Таким образом мы, музыканты, мои коллеги, создаем себе настроение. Я надеюсь, что и другим, остальным людям. Держит себя в форме и жительница Алдана Светлана Хамидуллина. Якутянка уже 4-й год занимается бегом и не планирует останавливаться даже дома. В своей однокомнатной квартире девушка пробежала настоящий полумарафон. Чуть больше 21 километра. Забег длился 2,5 часа. Не разгонишься в 17 метрах, при том, что на этих 17 метрах еще 2 поворота, и каждый раз нужно было разворачиваться. Колени, конечно же, были в шоке. Для меня этот вызов – это в первую очередь поддержка таких людей, которые, несмотря на сложную обстановку в стране, на такие условия карантина, самоизоляцию, продолжают свой тренировочный процесс. По мнению доктора психологических наук, именно хобби и увлечения способны украсить нахождение людей в 4 стенах. Будь это чтение книг, музыка или бег. Главное, чтобы занятие было в радость. Вообще, если ты во время самоизоляции
активно начинаешь использовать свое хобби какое-то, да, для времяпровождения, то это только повышает твой эмоциональный фон, безусловно. Ты можешь сейчас побыть вот в том творческом процессе, из которого тебя постоянно кто-то забирал, да, кто-то мешал тебе. А здесь эти люди действительно могут получить истинное наслаждение. И, конечно, стоит понимать, что самоизоляция – это прежде всего необходимая и очень серьезная мера для борьбы с пандемией коронавируса. И важно ответственно к ней подойти. Тем более, как доказывают наши героини, дома всегда есть чем заняться. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов. Москва, Санкт-Петербург, Алдан. Крупную партию незаконного алкоголя изъяли правоохранители в Якутии. Управление экономической безопасностью совместно с ДПС остановили машину марки «Тойота». В ходе осмотра салона микроавтобуса полицейские обнаружили и изъяли 200 литров спиртосодержащей алкогольной продукции без соответствующих документов. Партия направлена на экспертизу. Также полицейские обратились к гражданам с убедительной просьбой не приобретать алкоголь с рук. Состав продукта может не соответствовать содержимому емкости и привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода. Занять себя дома с пользой можно восстановлением семейного древа. Полный доступ к архивным документам всероссийской переписи населения открыли в Якутии. Теперь для чтения доступен период с 1926 по 1928 годы. В декабре 2019-го Национальный архив и Национальная библиотека Якутии подписали соглашение по передаче метаданных документов по семейных списков за этот период. Возродить достоверную память о своем роде теперь может каждый. Акция будет действовать во время режима самоизоляции. Отмечается, что работа по оцифровке документов продолжается. На данный момент оцифровано 329 экземпляров, что составляет 55% из общего объема. К слову, в Якутии к 1926 году существовало следующее административное деление. Округа Якутский, Вилюйский, Алекпинский, Алданский, Булунский, Верхоянский, Колымский, которые в свою очередь делились на улусы, волости, сельсоветы, наслеги и наследные советы. К этому часу пока вся информация. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.